Ну да. Так, что у нас здесь вообще происходит? Ой, Так, веселье по полной программе. Мы сейчас перешли к теме о том, что... Не, ну то, что абхазцы не абхазцы, это понятное дело. Теперь мы перешли к тому, что вот... Сармат, у вас есть право модератора. Можете блокировать неугодных. И там, кто там глупости всякие пишет, удаляйте их к чертям. Не имею никакого желания здесь их читать и слушать. Да. Вот. Вот вы знаете, я у себя в Фейсбуке. У меня теперь строгое правило. Одно кривое слово в мой адрес или в адрес кого-то. Бан. Бан. По первые 2 дня человек 40 ушли. И теперь более-менее успокоились. Череда банов. Ну послушайте, почему я вообще это должен слушать? Ну да. Согласна. Вы знаете, я же себе не позволяю кого-то оскорблять. Вот вы знаете, вот очень часто, вот давайте для примера я вам скажу так, вот очень часто некоторые говорят, что вот абхазы там кого-то оскорбляют, согласен, такое имеет место быть. Но есть одно большое но. Это я без всякой субъективности. Абхазы в интернете нормально общаются. Приходят грузины и начинают абхазов на ровном месте оскорблять. И потому, естественно, что мы как народ эмоциональный, кавказский народ, естественно, что абхазы отвечают потом тем же. Вот я вам скажу на своем примере. В Фейсбуке, в Ютубе приходят грузины на ровном месте, оскорбляют мой народ, оскорбляют меня, при том, что я себе никогда не позволяю кого-либо личностно оскорблять. Никогда. Вы знаете, ну, как бы все-таки я себе не могу такие вещи позволять, это во-первых. Во-вторых, как бы я эмоционально уравновешенный вроде бы человек. Но понимаете, ну, вот на моем месте, будь бы другой человек, наверное, просто уже не выдержал бы и послал их бы на 3 буквы. И вспомнил бы великую могучую русский язык. Просто это факт, я на своем примере вам говорю. Люди приходят, начинают на ровном месте оскорблять. Реально неадекватные больные люди. Потому что я считаю, что нормальный человек, разумный человек, который себя считает взрослым человеком, себе такие вещи не должен позволять. Понимаете? Мы же с вами нам же не по 10 лет. Правда же? Но когда человек приходит на ровном месте, начинает меня оскорблять, почему я это должен терпеть? Я в ответ ничего не пишу. Увижу одно кривое слово в свой адрес, я просто отправляю в бан без разговора. Вот и все. Остальным решать, нормально общаться или нет. Нормально не общаются, в бан уходят. И все, вопрос решен. Почему я должен ругаться, пытать свои эмоции на неадекватных людей? Это и есть. Алан пишет, я пошлю, в чем проблема. Но понимаете, Алан, я себе такие вещи не позволяю. Мы же с вами цивильные люди. Правда же? Тем более здесь поверьте мне, сидеть в интернете, оскорблять человеком, это много ума не надо. Вот. Другое дело, что если бы так это было бы, это был бы другой вопрос. Но человек сидит там, я грубо говоря, за 1000 километров, что-то говорит. В чем смысл того, чтобы с ним сидеть в интернете и ругаться матом? Ну, в чем смысл? Ты себе не теряешь время, нервы себе тратишь, а смысла в этом никакого нет. Вот и все. Ой, Господи. Но вы знаете, это адекватные, уравновешенные люди. Если люди неадекватные, пускай там сидят в бане, пускай там, не знаю, с ума сходят в другом месте. Добрый вечер, добрый Денис всем присутствующим. Добрый. Денис, вот вы показали фотографии старые Иложского храма. Если честно, я там никакой разницы не увидел. Миша, Гагра, это ты, что ли? А кто это вообще? А тем более Роза почему вам запрещает разговаривать правду? Я? Да. Как вас зовут? Вот Денис говорил про абхазскую Миша письменность Гагра. Миша, на грузинской графике, а Роза запрещала ему говорить. Иди разговаривай с Ибрагимом Ягановым, это твой уровень. Вот. Конечно, мой уровень герой. Вот, больше герой, да, герой, который ваши уши как бусинки у себя на шее вешал, а вы его Батону называете. Господин, правильно я перевожу Батона слово?
Вот такие господа, чтобы у вас всю жизнь были. Представитель, который ненавидит Абхазию. Он, кстати, считает себя абхазом. Говорит, что... Значит, что касается по поводу Миши Гагры, не имею желания с этим человеком вообще даже общаться. Угу. Ты посмотри, если он сюда пришел. Да, я так понимаю, что да, видимо, под левым ником, я так понимаю. Ну да. Не имею никакого желания общаться с этим не очень адекватным человеком, мягко говоря. Блокируйте его к чертям. Миша, привет. Еще никогда не был так близок к провалу. Ага. Хотя бы Штирлиц, но это даже на Берия. Он пишет, Пасы на Берия. не вывозишь меня. Значит, для особо, значит, объясняю, для меня есть несколько человек на той стороне, с которым я не считаю нужным общаться. Понятно? Не считаю нужным, потому что на голову неадекватные люди. Вот и все. Вы не поняли, что вы не те люди, с кем я считаю вообще нужно вообще общаться. Это не потому, что у меня какая-то гордыня. Просто есть самоуважение к самому себе. Вы этого просто еще не поняли. Вы еще, видимо, мозгами не выросли. Вот ты посмотри. Бекхам Чизаку рождает. Добрый вечер. Добрый формат. Я пешпо. Ну что, шпалку, как дела? Серый, хотай хуй, что хочела цара, салги такая. А усора. Так, издалека видел я в городе, так, спешу, да? Я немножко не подошел, да. Видимо, я вечно куда-то спешу. Я тоже бежал куда-то, да, не стал это тебе задерживать. Так, Денис. Я выйду, а то скажу, что я мешаю. Давайте. Роза, не покидайте нас, вы нам не мешаете, Роза. Вы нам не мешаете, с чего вы взяли, что вы нам мешаете? Миша, говорю, бля, хотел его ругать, сейчас не буду твой эфир портить. Послушай, ты мне скажи, Денис, вот Джавахишвили авторитетный ученый? Однозначно авторитетный ученый. Конечно, некоторые его предположения, гипотезы, высказывания не устарели. Потому что наука идет вперед. Но в целом и в общем это авторитетный, конечно, ученый, и многие его выводы, они верные. Но вы знаете, кто без ошибки, как говорится. Не, понятное дело, сейчас идеальных нету ученых. Это, естественно, все люди могут ошибаться, конечно же. Конечно. Да. Вот это его гипотеза, что грузины более поздние поселившиеся на Кавказе, которые не имеют родственников в языковом плане, которые не имеют здесь не за что зацепиться в плане, что вот мы, например, имеем, правильно же, какие-то там, у нас есть адыги, у нас есть у чеченцев есть нанахские народы и так далее, вот, а у них никого нету. Вот его теория, она насколько убедительна или нет, скажи, пожалуйста, что они более поздние переселенцы на Кавказе, чем все остальные. Скажу вам так, Сарма, по поводу того, что у них нет родственных, если мы говорим на грузинах самих, картлицев. Да. О том, что у них нет родственников, это неправда. У них мигрилы, сваны и лазы. У нас абхазов это абазины, кабардинцы и черкесы. Да. Вот, это я имел в виду, как тебе сказать? Понятно, что они... Саму семью языковую семью вы имеете в виду? Да. Вот это так дело в том, что ни у кого из народов Кавказа нет родственников. У нахадагов нет родственников. У абхазадыгов нет за пределом Кавказа родственников. Так и у картвелов нет за пределом Кавказа родственников. Ни у одного народа на Кавказе, если мы говорим картвельская, абхазадыгская и нахадагистанские языковые семьи, ни у одного из этих семей просто нет родственных народов за пределы Кавказа. Сама, видимо, отвлекся. В продолжении темы Джавахишвили, прихода мигрельцев на территорию современной Мигрели, что там до этого жили абхазо-адыгские народы.
Да, он пишет, что там были заселены абхазо-адыгские народы до их переселения сюда. Как это вообще объясняется? Почему он такую Татава то же самое. Я вам... теорию, да, взял? Вы знаете, Захватили. А? вы знаете, в чем проблема? Дело в том, что работал Джавахишвили никто не читал нормально. Я вам даже больше скажу, у него есть теория о том, что грузины пришли с севера. Такая гипотеза тоже была. Это откуда? Я поэтому, вы знаете, выступаю против того, чтобы, вы знаете, в интернете гуляют из рук в руки, как говорится, вот эти маленькие отрывки. Но если вы будете читать всю работу, вы поймете, что там все не так однозначно, как он писал. Не, понятно, это отрывочные моменты, понятно, что это там могут быть из контекста что-то может пропадать. У него были гипотезы разные, как южная версия, так и северная версия. У него были гипотезы. Откуда тогда название абхазо-адыгские в Западной Грузии тогда? Ну, потому что на территории современной Мингрелии, не вся территория, конечно же, когда-то в древние времена действительно жили абхазы. Вот. То есть, ну, не вся Мингрелия, это однозначно. Ну, какая-то, ну, примерно до реки Риони, наверное, где-то так примерно были абхазы. Но потом вы же понимаете, что движение народа происходило то в одну сторону, то в другую сторону. Например, давайте вспомним, это было вот буквально в недавнее время, с точки зрения истории. Давайте для примера. На территории Восточной Абхазии имеются мингрельские названия. Откуда они взялись? Потому что в конце 13 века представители рода Дадьяни захватили земли почти до Сухума. Ну да, они 200 лет, да, по-моему, да? Да, потом произошла... Да, смотрите, в конце 13 века, начало 14-го, где-то в этом промежутке, вот почему на многих картах Восточной Абхазии указано как Мингрелия? Не потому, что это была исконно мингрельская земля, а только потому, что эта территория была захвачена мингрелами. На тот момент, например, да, на тот момент, да. Поэтому, например, скажем, в Адзюбже есть река с названием Цпургиль. Ну, это же мингрельское название. Да. Это о чем говорит? То есть они в конце 13 века, в начале 14 века захватили эти земли и частично эти земли освоили в этническом плане. А в 17 веке произошла реконкиста, то есть возвращение этих земель в лоно абхазского государства, будем так говорить. Территория Восточной Абхазии – это территория древней Апсилии, когда-то древнего абхазского царства. Вы же понимаете, что то есть это произошло за какие-то там века. В принципе, двинулись сюда немножко этнически, потом сдвинулись туда. Поэтому то, что название там где-то, я вам даже больше скажу, в Мингрелии есть топоним на Абхазу. То есть место, где раньше жили абхазы. Или бывшее место Абхаза. Такой топоним тоже сегодня в Мингрелии. Кстати, об этом написано в исследованиях грузинского исследователя. Ну, как бы поэтому... Они, наверное, вот это берут за основу, что в 17 веке мы спустились. Да, я вам скажу, на самом деле... Вот это херня. Да. Я вам скажу еще раз. Это вообще, на самом деле, давно известный факт в науке. Просто люди книги не читают. Вот запомните, в конце 13 века, в начале 14 века мингрельские дадьяне захватили земли древней Апсилии, до Сухума захватили. Потом граница сдвинулась к Кадору или Кодыру. Потом граница сдвинулась к Ингуру, потом к Алдзге, потом опять к Ингуру. Да. Вот и все. Это просто были межфеодальные войны между представителями рода Дадьяни и представителями рода Чачба-Ширвашидзе. Да. Я даже больше скажу. В абхазском языке и даже в абхазских сказаниях, преданиях память об этом сохранилась. Это все даже было записано в свое время. Я вам даже больше скажу. Например, вот название, скажем, в советское время на территории Абхазии был такой топоним, как Генцвиз, если вы слышали, Кадорское ущелье. Вот изначально, на самом деле, это грузины его переделали в Генцвиз, а звучал на самом деле топоним как Адьяни Циш. Или Адьяни Цвыш, так это написано в источниках 19 века. То есть, почему? Адьян по-абхазски это Дадьян, и Цвыш это его кол пограничный. То есть, там была война между Амрщином и Дадьянами, и они дошли до этого места, и кол поставили погранично, поэтому Адьяни Цвыш.
Например, если вы будете читать сказания абхазов, там есть воспоминания об этом, что Адиана Ачба Кукурцит, нас Ачбана Диан Дукурцит. То есть пришли, ну, буквально коротко я просто пересказываю, пришли дадьяновцы и ушли чачбовцы. Но потом пришли чачбовцы и ушли адьяновцы. Или дадьян. Да. Но я говорю, просто люди не читают книги, в этом вся проблема. Ну, это все тонкости, понимаешь? Это нам надо знать, это им, понимаешь? Для них это неинтересно, для грузинской стороны. Там другое у них, понимаешь? У них отрицание полностью абхазов. То, что мы... Почему они говорят Ну, сейчас, это что всё- абхазы, это не это всё абхазы, глупости. мы грузины, потому что Это все слово... глупости. Да, вот Глупости. слово Абхазия, его же никуда не денешь, Денис. Понимаешь ты, Абхазия же существует. Теперь надо нас оторвать от этого названия. Как это сделать? Что Абхазы это грузины, а это мы, Апсуа, короче, это другие, вообще другие люди, понимаешь ты? Вот что происходит. Самат, я вам даже больше скажу. Я вам сейчас даже больше скажу. В Грузии в свое время издали работу по поводу касаемо Дадьяна. Есть книга о жизни Ливана Дадьяни. Эта книга написана на грузинском языке. О существовании этой книги абхазы практически не знают. Я думаю, что и грузины об этом не знают, подавляющее большинство. И там автор приводит полную биографию, вообще всю жизнь Ливана Дадьяни, когда он был ребенком, мать, отец, кто они, какая его жизнь была политическая, как он боролся с американцами, с гурийцами, с абхазами и так далее. Так вот, даже по поводу вот этой стены, Великой Абхазской стены, якобы, которую он построил, я вам даже больше скажу, такую же схожую стену и такие же крепости он на основе более древних построек настроил деревянные против эмеретинцев и против сванов. Да. Понимаете? Вот. Надстройку, правильно же сделал? Надстройку. Да, то есть на основе более древних построек он надстроил, ну, в свою эпоху более, ну, деревянные, больше не каменные, деревянные. То есть такую условно стену он строил против абхазских феодалов Чачба, против сванских феодалов и против эмеретинцев. Это все давно написано. Но извините, если люди не читают книги, что надо теперь делать? Вот. Я, кстати, есть такой, я, насколько знаю, к сожалению, уже умер, я, насколько, если я правильно помню. Был такой Томас Берадзе. Вот. И у него еще есть работа Томаса Берадзе, называется «Из политической географии Одыши». Есть такая статья. И есть другой еще материал по поводу жизни Ливана Дадьяни. Вот. И там много чего интересного на самом деле написано по этому поводу. Поэтому это все, вот то, что вы сейчас говорили, это не более чем политический лозунг, и никакого отношения к истории не имеет. То есть Дадьяни латал просто эту стену, грубо говоря. Да. Пользовался. Он пользовался. Вы знаете, я сейчас сделал запрос у лингвистов, знатоков грузинского языка. Мне будут делать перевод работы Томаса Берадзе. О, хорошо. Я потом постараюсь опубликовать. Там, правда, страниц много получается. Не знаю, как у меня это получится. Или частями публикую в Телеграме. Ну, не в самом канале со ссылкой на статью большую. Сделаем перевод. Обязательно будет. Я думаю, будет много чего интересного. Что касается по поводу работы самого Ливана Дадьяни, про Ливана Дадьяни, там, правда, целая книжка. Сделать все перевод, я боюсь, не получится. Это просто большие деньги. Ну, тысяч где-то 50, наверное. Ну, это надо у правительства нам взять. Пускай выделят. Не говорите мне про правительство, пожалуйста. Я с этим уже сталкивался. Знаешь, давайте обойдемся без наших чиновников. Не имею никакого... У меня надежды на них никакого нет. Все, я поняла, я тебя услышала. Не буду говорить. К большому сожалению, наука наша находится... финансирование науки находится на очень низком уровне. Поэтому лучше сейчас своими силами это сделать.
Ну сколько ты будешь своими силами? А то вы знаете, а потом еще будет говорить, вот там Денис взял деньги. Денис, Чем тебе мне уже это пора жениться. Ой, я ошибаюсь. Когда клон будет, конечно. Конечно. Обязательно. Твой ум и твоя Вы голова знаете- должна передаться кому-то хорошему. Вы знаете, я вам так скажу. Все то, чем я занимаюсь, лично Денису Гопе это вообще не надо. Но это надо просто для нашей истории, нашей историографии. Мне это лично вообще не надо. То, что я знаю, мне вполне хватает, поверьте мне. Ты знаешь, Денис, это нужно нашей молодежи, чтобы она понимала все-таки то, что было пройдено нашим народом, и как, и что. Потому что вот иногда я слушаю в ТикТоке, мне, конечно, больно, насколько они немного... Да, я вас понимаю, Роза. Что касается поводу вот этих утверждений грузин о том, что якобы Абхаз не Абсва, не надо с этим спорить. Это глупость полнейшая. Вы просто спорите с чушью полнейшей. Ну, это ужас. Просто, вы знаете, кто вам такое скажет, просто посмейтесь над этим и закройте тему. Нет, Денис, знаете, в чем дело, Денис? Вы не должны, понимаете, когда вы начинаете с этим спорить, вы уже позволяете какие-то сомнения на эту тему. Поймите вы это. Это неправильно. Вот в чем проблема. Денис, понимаете? могу я вот выскажусь? Вот сегодня, буквально часа 2-3 назад, захожу в стрим, чеченцы рассказывают о том, ребята сидят, да, как русские воевали в Абхазии и выгнали оттуда грузин. Ну, сидеть и слушать вот такое. Мы это говорим не для наших, мы это же рассказываем. Когда другой, вот в основном кавказские народы, я хотел, чтобы слышали эту правду. Когда кавказские народы слышат вот эту чушь, а ты, не зная истории, всех народов историю знать невозможно. И не зная, ты чушь, когда слушаешь, и ты думаешь, вот это вот так, и в противовес ты правду не слышишь, то это мы проигрываем тогда в этом. Я тебе объясню, что надо делать. Надо создавать информационные площадки на Ютубе, в ТикТоке, в Телеграме, продвигать свою, не с вот этим опровержением, а говорить о своей истории на основе документов, материалов. Это надо делать. А то, что ты сидишь с грузинами споришь что на эту тему, ты просто подливаешь масло в огонь. Поймите вы это. Денис, не все мы обладаем хакерскими способностями делать видео. Но вы знаете, если каждый на что гораст. Кто может, пусть делает. Каждый на что гораст. Я некоторым абхазам вообще не рекомендую заходить в ТикТок. Потому что они тоже начинают говорить глупости. Если тоже бывает. Понимаешь, в чем проблема? Вот и все. Абсолютно согласен. Согласен. أشتخنا وابخمانا وهم ودرسي خو از يجاب خلي تخزان أبيت هدوب ناس سيلسكا ويت درربية درجار تخوب أكرت صش يشم ربوت يشمين أخا ورا أني ورا ورجعوا نكانوحو يوحو جي يشوحو شجي حاجة خوب أني أكانوحو они еще химпиагоги кохазароба. Юка, прямо дересихо. Я шуп Дениса абсурм ха птел шоп тагубха. Я халшо мушека хочу ахтала бхето. Если что, видите, кто, как я говорил, хакерскими способностями обладает, пусть снимают ребята, студенты, молодые, время имеют, пока не семейные. Выпускайте в месяц по один день, по одному видео в день, говорю, в месяц хотя бы. Денис Злахов, что брала ТикТока, что? Гулаться арабский схарегил. Таурых гядерут ахтоком. Понимаете, просто есть, поймите, мне как историку, да, есть вот это информационное поле, да, где мы с вами все как бы присутствуем, но в этом информационном поле тоже нужно уметь преподносить информацию. Должны быть книги, должны быть материалы. Человек, когда что-то говорит, он же должен что-то опираться, правда? Я вот сейчас вам говорю, что монета Баграта
которая считалась Баграта третьего, оказалось, что монета Баграта из династии Леонидов. Тому есть подтверждение, тому есть исследование уже. Это факт просто, ты не можешь с этим спорить. Эта наука идет вперед. Если мы в чем-то могли раньше ошибаться, сегодня, вы знаете, бах, и что-то может открыться новое, и наше мнение о прошлом, оно может измениться, это нормально. Это нормальное явление. Вот это, знаете как, помните эту историю, давайте так, для примера. Раньше считалось, что название Аква связано с сероводородными источниками. Но так писали некоторые историки. Но вы же понимаете, что не все историки лингвисты. Человек, не зная, будем так говорить, лингвистику немножко, да, вот законы языка, он так предположил, и это потом пошло-поехало, да, оно вот кочует, вы знаете, это не только в Абхазии, вообще как у историков, да, какая-то версия, она может кочевать из книги в книге, из книги в книге. Вот и так это тиражируется. Но сегодня мы уже знаем, что слово «ахва», оно никак не связано с сероводородными источниками, оно связано со словом «хапа», что означает крепость с абхазского языка, а конкретно это связано с той крепостью, которую мы с вами называем ошибочно крепостью Баграта на северо-востоке Сухума. Это нормально. Что-то может меняться. Это же наука, что как любая другая наука, историческая наука тоже не стоит же на месте, правда? Вот и все. Да. Наука тоже иногда может ошибаться. Правда же? Ну, слушайте, знаете, как там говорят, помните, ошибается тот, кто ничего не делает. Вот. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот. Просто держим это тоже правило в голове. У нас же появляются какие-то новые источники, новые материалы. Вот вы знаете, например, честно вам скажу, мы когда занимались переводами европейских источников, я вам скажу, вот, например, есть такие карты, просто для примера. У меня, я написал, есть такие карты, скажем, где вот территория там Южного Кавказа указана как Джорджия, большими буквами. Я не понимал, почему. Грузия. Но там еще маленькими буквами отдельно указано государство Грузия, там Абхазия, там княжество и так далее, Мингреля. А в итоге выясняется, что под термином Джорджия до перевода, когда мы перевели эти источники, мы поняли, что по словам Джорджа на самом деле тогдашние путешественники имели в виду немножко другое. Понимаете? История с Испании? Немножко это что? Нет, там другая история. Я написал статью, постараюсь потом публиковать на эту тему. Так что, понимаете, это нормально. Сегодня было одно мнение. Вот вы знаете, мы иногда опираемся, вот даже в Абхазии, в Грузии это бывает, да? Мы иногда опираемся на какие-то там материалы, которые вам вышли в 19 веке. Но вы же понимаете, что с 19 века прошло десятки лет, слушайте. Наука пошла вперед, какие-то вещи опровергли. Поэтому надо это же понимать. Это знаете как, иногда вот давайте для примера. У меня недавно в Фейсбуке ко мне пришел какой-то там грузин, и мне пишет, что слово Чимитакваджи на территории Казахского края, это мингрельское название. Вот. Но на самом деле это же черкесский топоним. Есть Советакваджи, есть Чимитакваджи. Но Кваджи с черкесского это село, поселение. То есть село рода Чермитовых. Цурмитукваджи, так это звучит на самом деле на черкесском языке. Поэтому надо понимать такие вещи. Вы знаете, когда человек не знает, совсем не знает азы истории, конечно, он будет всякие глупости говорить. Тем более, вы же понимаете, что из-за того, что мы воевали с грузинами, из-за того, что грузины проиграли, вы эту всякую чушь, что они говорят под статус, что они Абхаз, это чистой воды политический лозунг, и никакого отношения к истории вообще не имеет. А слово совсем. Пора это запомнить всем. А то, что кому-то это что-то, если что-то кому-то это не нравится, знаете, это их личные проблемы. Вот и все. Черноморец, аул Чермитовых. Аул Чермитовых. Денис, а вот Миша, вот с кем разговаривал, да, он же, так, если честно говорить, это глупость. Все, что он говорил, все, что он произносил, это я не имею желания общаться, тоже говорить, понимаете? Я не считаю, что... Послушайте, я считаю, что
Мне с ним не о чем быть, с этим человеком. Я с ним не буду разговаривать, извините. Я не хочу опускаться до такого уровня. Вот и все. Нет, Оставьте про него вообще, понятно, я имею в виду вот вообще его забудьте про него. собеседник. Я о нем не хочу говорить. Я не хочу опускаться до такого уровня. Вот и все. Поймите вы это. Его присутствие уже оскорбляет. Не говорить, да, действительно, его присутствие уже оскорбление. Так что Его, давайте это, забудем. одно присутствие, это уже как бы оскорбление считается. Да. Я же говорю, я до этого уровня не буду опускаться. Да не, Я сказал, это бомжара, слушайте, вообще с ним нечем говорить. Вот. Давайте закроем тему. Говорим. Да, это, оставьте его, я вас прошу, это Агунтов, это с ним о чем говорить. А мне казалось, это Это необразованный дебил, блядь, с кем о чем говорить, слушай. О чем вы говорите? Да. вот так. Вот пусть такие тоже будут, надо, чтобы видели наши, с кем вообще имеют дело. Он обнажает все. Нас нас бенфирас живет. Хочу так хуца зароб. Они уже. Конечно, Что это было? А при узачавиша, как ами. слушай, Ой, Денис, готовься к отдельным отрывочным, что ты не имел в виду, но отрывочным фразам твоим готовься. Но слушай, господи, я к этому привык, и поэтому как-то я... Вы знаете, некоторые там, они же иногда бывает вырывают из контекста какие-то мои слова, значит. И тут, знаете, некоторые говорят, ну вот там, Денис, ты что-то там сказал, вот это там. Я, слушайте, я говорю, не обращать на это внимания. Вот и все. А то, что они там что-то записывают, это, вы знаете, это ущербная психология у человека, вообще у людей. Вот я себе такие вещи никогда не позволял. Вот вы где-нибудь видели, чтобы я, Денис Копья, заходил к кому-то, кого-то записывал, выставлял в ТикТоке или в Телеграме, или там в Фейсбуке. Я себе такого никогда не позволю. Я себя уважаю как человека, поймите вы это. Правильно. У меня есть чувство слушай, Денис, самоуважения. да, Я Денис, себе никогда такие вещи не позволю. этот что, человек... если кто-то опускается до такой планки, ниже плинтуса, ну и извините, это уже его личные проблемы. Он опускается, знаешь, до каких вещей? Детей, жен, знаешь, вот фотки находит, что-то пишут. Ущербная психология. Вот и всё. Звонят. Это такое делает, унижены, не хочу здесь женщина сидит, не хочу, короче говоря, ему давать оценку, как она есть. Кроме там таких слов, ничего не подходит. Это униженные, выгнанные, понимаешь, люди, с которыми скитаются. Они, короче говоря, у них вот этот комплекс неполноценности. Понимаешь ты? Это Да. не надо с ними общаться, разговаривать. Таких только ругать надо, материть и все. Никакой культуры с ними не надо проявлять. Да, они не заслуживают этого, слушай. Понимаешь? Прям вот меня бесит там, лобзаются с ними. О чем с ними можно вообще говорить? Поэтому нет смысла общаться с некоторыми. Это Ибрагим, короче говоря, он вообще клоун. Сармат по-братски. Ты старше нас, за него вообще давайте не будем вспоминать. Дефицит, он умер. Там дефицит, пусть он... Я за что говорю, призываю вот здесь абхазцы, что есть, что нас слушают. Не заходите на эти стримы, не делайте им как это называется, не знаю я да, не надо им массу там создавать, короче говоря, да. Пусть они сами себя вон там утешают, пусть он клоун, он никакой не герой Абхазии. Мы с ним, время придет, мы просто не будем уподобляться ему. Он опущенный человек. Время придет, мы с него спросим за это то, что он делает. Мы его лицом к лицу, мы с ним встретимся. Не надо заходить, не надо вопросы ему никакие задавать. Вот и все.
Вы у нас, да, вы у нас как человек старший, я младше вас и младше этого человека, и не буду давать оценку. Я имею право. Всевышний Я каждого имею право, рассудит. Денис. Ну, вы имеете Денис, право. я же Конечно, я могу ему оценку дать. Да, я имею право. Я пацаном был вообще ребенком, понял, на войне. Я могу ему в лицо говорить то, что я считаю нужным, понял? Он для меня никакой не герой. Все, это то, что было, все это было. Он это перечеркнул, все, он уже это, все уже убрал это. Мы, время придет, мы не будем на государственном уровне опускаться до его личности. Я считаю, нельзя вообще внимание на него обращать. Но мы простые люди, да, граждане, мы имеем право говорить, понимаешь ты? Вот я говорю, он клоун, все, он уже никакого мужского ничего не имеет, все, потерял как человек. Вот и все. Это то, что героизм был, он его все перечеркнул своими действиями. Хотя он их убил немало, понял? Но они такие люди, даже со своими, кто им головы резал, они с ними готовы, понял, за стол сесть. Это вот такие люди. Лишь бы навредить кому-то. Абхазцы такое себе не позволяют. У кого там шум? Я не могу разговаривать. Да, какой-то шум, да, очень сильный идет. Шум у кого? Ай, так что, ладно, не портите себе нервы в этом Не, я смысле. клянусь, я спокоен. Это, короче говоря, для меня вот такие люди, он уже умер для меня, он просто живой труп. Я с большим уважением ко всем относился, кто приехал сюда в трудную минуту, встал с нами. А кто потом это все перечеркнул своих братьев здесь погибших, с кем он воевал, которые, он говорит, я абхаз, говорит по происхождению. Ну Не да. надо, слушай, себе абхазом называть, слушай. Понимаешь, или кем-то еще там. Не надо. Ты кто есть, уже мы знаем, кто он. Вы знаете, Сармат, просто мое мнение, что если даже тебе что-то не нравится, из уважения тем людям, которые действительно не дожили до наших дней, если даже тебе что-то не нравится, нужно просто поступить по-кавказски, достойно, промолчать. По-мужски. Да. По-мужски просто, да. А то, знаете, такое ощущение, да, возникает, что это не только что не говоря вообще, Да. такое ощущение возникает, что людям на это ловит некий хайп. Это стыд и позор, я вам хочу сказать. Слушай, он Я деньги, просто как он молодой деньги человек вот это зарабатывает. смотрю, и мне Да. очень неприятно, если честно. И он деньги зарабатывает. Послушай, Денис, знаешь, какая, я тебе что скажу? Вот он, ты понимаешь, ну, просто вот слов нету, понимаешь, мне вот за него, мне обидно. Вот за него, он свои труды, то, что он здесь пропотел, кровь проливал, взял в унитаз, все слил, понимаешь ты? Ради чего? Ради кого? Слушай, я не говорю, Денис, что мы идеальные, понял? Идеальных не бывает. У нас есть ошибки, которые мы сделали там, допустим, где-то что-то промазали, да? Но мы всегда искренние, мы всегда открытые, братан. Если мы ошибаемся, мы это признаем. Понимаешь ты? Если тебе кто-то здесь чем-то обидел, кто-то что-то не так тебе сказал или сделал, ты зачем на весь народ, короче, проецируешь эти вещи? Кому он здесь нам указывает, что нам делать, как нам делать, кому рот здесь затыкать? Понимаешь ты? Он вообще погнал, понял? Погнал этот человек. Ну ничего, ответ все будут нести за свои дела, за свои поступки, за свой язык. Понял? Мы здесь, где мы находимся, у себя на родине, понял? Абхазия принадлежит абхазскому народу. Я не имею в виду именно абхазцев, а народу Абхазии. Я говорю, кто под нашим флагом стоит, любой национальности, эта земля ему принадлежит. Понимаешь ты? И все, на этом точка. Никому здесь доказывать. Просто я понимаю, здесь ребята есть наши, они вот получают удовольствие от того, что они доказывают, вот, допустим, вот, ну, меня зовут там, допустим, Вася, да? В паспорте написано. Я что, должен кому-то это доказывать, что я Вася? Ну нет, конечно. Ну это же глупость, понимаешь ты? Ты доказываешь человеку, который отрицает, короче говоря, ну, реальность, параллельно реальности живет. Они, смотри, что сделали, Денис. Они на лето ученикам дали задание
Да, я видел, кстати, читал. Да, как я вернусь в Абхазию? Ты понимаешь, они детей отравляют уже с детства. Понимаешь ты? Ну, ребенка отравляют они. Вы зачем это делаете? Вы хотите, чтобы они тоже пострадали, когда вырастут? А? Абхазия всегда будет принадлежать абхазскому народу. Никому она больше не будет принадлежать. Понимаете вы? Вот и все. Какого-то они придурка там приводят, который уже опустился ниже плинтуса, понимаешь ты, какой-то там, как его, Буава с лицом десантника, короче говоря, там что-то вещает, это дебил, бля, ёб твою мать, знаешь, башмак, блядь, понимаешь, они, хватит уже, слушайте, успокойтесь, один раз дали по шее, 2 раза дали по шее, сколько раз хотите, чтобы вообще развалили ваше государство, что ли? Живите мирно, мы к вам не прем, не хотим от вас ничего. Уберите свое высокомерие, вы такие же люди, как и все, вы не выше кого-то, не ниже кого-то, понимаете? Что? Очень творческие люди, поют, танцуют, хорошо, пишут там стихи, актеры хорошие. Ну все, на этом все, мы это самое, нам что от этого? Высокомерие мешает, высокомерие. Понимаешь, я вот смотрю их, вот эти обозреватели, там они собираются, вот по Ютубу я смотрю, сейчас имена не буду назвать, чтобы им рейтинг не делать. Ну вот, понимаешь ты, вот как будто бы ничего не было, понимаешь? Самоутешение. Вот знаешь, они вот свысока, вот понимаешь, вот свысока, они кто такие, там мой паспорт моей собаки, мол, выше котируется, чем ему. И после таких слов они хотят, чтобы мы с ними, короче говоря, уважительно и хорошо абхазцы разговаривали. Вы что, не знаете абхазцы, кто такие, что ли? А? Что абхазец за метр земли, блядь, голову отрубит нахер любому, понимаешь? Они что-то не знают? Кто такие абхазы, знали старые грузины. Да. Да, а сейчас они не знают, которые с нами вообще даже в лицо не видели абхазцев, понимаешь, никогда. Нет, слушайте, нет, господи, нет, абсолютно нет. Поэтому призываю нас, абхазцев, не ходить к ним на стримы, не делать им рейтинг. Тем более, когда придурков он приводит туда, опущенных уже, понимаете? Не нужно этого делать. Он уже все, он сидит, отрабатывает, а наши бедолаги нервничают, начинают что-то писать, что-то доказывать. Вот ты на черное-белое будешь говорить, они тебе, блядь, унизят там. Понимаешь? То есть наоборот, они будут черным-белым называть и будут тебя унижать. Лучше в это время какую-нибудь книгу взять и почитать по истории Абхазии, это будет полезно. Да. Они не надо, да, настраивают молодежь, понимаешь, они здесь могилу свою найдут, еще раз сюда дернутся, мы уже вас всех перебьем здесь, кто сюда ногу свою поставит. Никого не отпустим уже, пощады не будет. Лучше давайте как соседи разговаривать. Я знаю, что запишут вот это все, пусть записывают. Что-то в последнее время они вообще раздухарились там, понимаешь ты? Что-то их там волновало, вот это то, что там, вот этот в Осетии, что это сделали сейчас, вот это, да. Они взбудоражились, понимаешь ты? Они понимают, к чему это. Понимают. И все. И как, знаешь, осетины хотят быть со своими осетинами. Так что. Они будут. Рано или поздно, это дело времени ближайшего. Они будут. Они к этому стремились с 90-го года, чтобы соединиться, чтобы общую Осетию сделать. В каком виде? Это уже они сами как посчитают осетины. В таком виде это они их дело. Они это правда их имеют. дело. У нас свой путь. Мы свое 2000-летнее стремление к независимости, мы его будем добиваться. Маленький мы народ или как средний народ, это никого не должно вообще волновать. Понимаешь ты, мы свою историю имеем, глубокую, древнюю, это никто никуда у нас не отнимет. Ну вот, пусть смирятся с этим. Будем как соседи, ради Бога, пожалуйста, у нас здесь есть коммуникации, можно все быстро восстановить. Пожалуйста, как добрые соседи,
Да, а вот так вот сверху говорит, мы придем, мы убьем. Кого вы убьете? Абхазца вы убьете? Ну, давайте, пожалуйста. Мы здесь, мы у себя дома находимся. Они не Да уж. понимают. Меня знаешь, что больше всего убивает? Вот когда А. они говорят наши Просто дома. громче, Роза, громче. Когда они говорят наши дома. Слушайте, вы наших людей убили. Вы У нас братья мои похоронены. Они дома переживают. Из 8 человек у меня в семье осталось 2, и глухая мать на нервной почве. Вы о чем говорите? Они даже, ты понимаешь, я извиняюсь, что на ты, они даже не говорят наши погибшие ребята, они говорят наши дома. Слушайте, вы вернулись туда, откуда вас привезли. Все, вопрос решен. Да. Я своего брата 19-летнего потерял, который еще жить только начинал. А он о доме думает. А у нас вообще в семье есть человек, Да. который кого-то не потерял? Это их 5 миллионов, там какой-то процент потеряли. А у нас... Вот эти Миши всякие, вот эти вот, блядь, нечисть, ёб твою мать. Заходит и Денису задает вопрос. Ты кто такой вообще? Да. А это все, это вообще тварь бессовестный, вообще это, я такого вообще человека гнилого, я клянусь, вот я уже сколько прожил, вот такую нечисть я не встречал еще, вот такую нечисть. Понимаете? Был Вот Сармат, такого был человека. такой, Берия его звали. Просто это шапка, просто пониже. я Вот не бериевская хотел. порода это из таких. Вот еще один, вот видите, вот Миомари, что пишет, видишь внизу? Вот еще один нечисть пришел. Сейчас я Кстати, тебе найду. у тебя тоже модераторство есть. А я Давай не умею кто? пользоваться. Я же говорю, хакер плохой из меня. Так что убери. Вот еще один опущенный пришел. Поэтому всех призываю, не ходите к ним, не общайтесь, не надо им давать возможность вообще что-то делать, кроме того, что они опорочат, а какую-то подлость сделают, вот здесь, я имею в виду в ТикТоке, и они ни на что больше не способны. Не надо. Я присоединяюсь к словам, особенно когда вот этот Яганов выступает, я не хочу лишний раз даже имя его называть. Вообще слова не пишите, не заходите, не читайте, не обращайте внимания. Вообще не заходите к Яганову, к Мише понятно это уже. Я говорю, это клоун, он уже все, это не тот человек. Знаешь, просто многие не знают, по инерции думают, боют жить что-то, Ари убьет. Да, все уже. Ой, он уже его нету, забудь, этот человек умер, который был На этом он себе имя хочет сделать, сидя там в Европе. Да не надо ему имя, не надо делать рейтинг, я за это говорю. Да, не надо вообще заходить писать, даже не надо слова, не пишите в комментариях. Выходите, другой стрим какой-нибудь, заходите, выходите. Человек, который к этому Михуилу заходит, как нормальному человеку, вообще, который, это вообще, это только мать. Ладно, народ.